Что может быть вздорнее мнения, будто оперетта – жанр устаревший, что ее давно вытеснил мюзикл, а сами артисты оперетты неотвратимо вымирают или даже вымерли, как мамонты. Михаил Герцман. Здравствуйте. Эпиграфом нашей передачи стали слова председателя Союза композиторов Республики Коми Михаила Герцмана, которые он написал для буклета к юбилею заслуженного артиста Республики Коми, солиста Государственного театра оперы и балета нашей республики Геннадия Муралева. Действительно, пока зритель приходит на оперетту, этот жанр театрального искусства будет жить. Потому что если есть поклонники, должны быть и таланты. Быть может, вы скажете, что я нарушила причинно-следственные связи? О нет. Есть талант артиста, но не менее важен, на мой взгляд, талант зрителя, ценителя искусства. Сегодня в рубрике «Что человеку надо» вы услышите мнение профессионалов о творчестве артиста Геннадия Муралева. Увы, многое осталось за кадром. Эфирные рамки нашей передачи не смогли вместить все слова, сказанные в адрес юбиляра. Но по отрывкам из оперет и фрагментам репетиций, которые мы включили в нашу передачу, думаю, что вы, уважаемые телезрители, сумеете оценить творческое дарование Геннадия Муралева. К сожалению, часто бывает так, что менее талантливые, но раскрученные, как говорят сейчас, артисты, имеют большую популярность, чем те, которые ее заслуживают. Хочется надеяться, что сегодняшняя передача расширит круг зрителей и поклонников рыцаря оперетты Геннадия Муралева. Что за шум? Здрасте, я Дона Люция. Я приехал к вам из Бразилии. Да, хоть во мне и течет мексиканская кровь, но всю свою жизнь я провела в Бразилии. Ах, это Бразилия. Там кокос, ананас. Ой, какие ананасы. Банан. Бананы! Идите, обезьяны! Там сопрели бананы, ананасы и бананы. Это самая Бразилия. Сказка не вообрази. Моя! Там акулы я удила, нашего крокодила. Это самая Бразилия. Дикость не вообрази. Моя! Там зима, как наше лето, звонкий даже до рассвета. Это самая Бразилия. Прелесть не вообрази. Моя! У каждого актера есть какая-то изюминка. Какая-то есть изюминка у Геннадия Муралева? Ну как же, вы знаете ли, в каждой роли должна быть своя изюминка. Это ведь не повторяются эти изюминки. В одной роли одна изюминка, в другой роли другая изюминка. Понимаете, нельзя же все время выходить и, предположим, хохотать, потому что на том и построено это спектакль и новые задачи, и, значит, в каждой роли своя изюминка, и они не повторяются, а сколько их, наверное, их не сосчитать. Наверное, более того,
на каждом спектакле в одной и той же роли я допускаю, что Геннадий Юрьевич находит какой-то свой новый поворот. А как же иначе? Ну а как же иначе? Боже мой, нельзя быть все время, ну у нас такое есть, принято, столпом. Знаете ли, вышел, постоял и ушел. И сказал в попады или не попады, потому что так, есть и такие у нас события. Но в том и заключается, потому что осмысленность, а потом интонационный строй, вот само по себе поведение, легкость общения, контакт с партнерами. И вот на всем этом и строится, и, наверное, явление и изюминки. Если вы так называете изюминка, мы прямо даже и не называем изюминка. Изюминка то, что есть интерес к этому актеру в каждом спектакле, и есть своя публика. И, кстати, ведь ходит на Муралева есть своя публика. И, наверное, ходит из-за этих изюминок, которые звучат по-разному в разных спектаклях. Он живет театром, я думаю, так, как в разговорах мы с ним, он всегда говорит этим, да, и в спектаклях. Но он приверженец жанра опереты. Вот, это для него родной жанр. Сегодня юбилей. Я думаю, что он этого не чувствует, что сегодня такая для него дата, он молод. И столько много у них задумок, и вот все еще далее, так и все-таки вот простаковские роли. Но я думаю, что он и перейдет скоро, наверное, такие характерные, хорошие, а у него это есть. Он заложен в душе вот тут характерные роли, хотя уже в спектакле «Моя прекрасная леди», да, вот Дулитла, он уже там, это характерная, такая драматическая роль. Он там уже показывает уже свое мастерство. А это высокопрофессиональный актер. Вы сказали, что Геннадий Юрьевич по амплуа простак, а вот в жизни он... Вы прямо читаете мысли. Простак в театре был бы не простаком, если бы он в жизни так же не кипел, так же не был бы остроумен, так же не был центром внимания во всех наших, скажем. Ведь артист что такое? Гастроли, города, усталость. Мы иногда сбрасываем то, что мы накопили, и собираемся, как нормально выпиваем и так далее. И вот там начинается наше. Вот он как простак и там нужен. То есть в коллективе в нашем это. Геннадий Юрьевич это то, что надо. Свой парень, как говорится. Вот. В нем очень удачно сочетается вот эта и жизнь, и театральность, жизнь. И вот это, в общем-то, важно, потому что артист, он должен как-то быть артистом всегда. Милая Стася, наконец-то я вас нашел. Вы знаете, я хочу сказать вам очень важную для меня вещь. Что? Я хочу вам предложить. Фрак. Нет! Вот то, что под фрак, вот это. Жилет. Да нет, ну что, ну, то, что делает тик-так, тик-так, тик-так. Часы? Нет, мое сердце, Стася. Понял, вы неизлечимы. Да, я неизлечимо влюбленный впервые в жизни. Вашу жену. Нет, вас. Глупости. А как же ваша жена? Господи, опять это что? Ну, жена. Стася, скажите, милая Стася, вы умеете хранить тайны? Нет. Да? Тогда слушайте. Понимаете, дело в том, что моя жена – это не жена. А что же это такое? Вот это я не могу вам сказать. Но скажите мне откровенно, если бы я был свободен как птица в воде или как рыба в воздухе, Наоборот. и наоборот тоже, вы бы смогли меня полюбить хоть немножко. А вот этого я вам не могу сказать. И починаешь жена. Конечно. В таком случае я могу ее уволить? Боль. Что? Ну неужели вы совсем не влюблены в свою жену? Да ни капельки. Ну в таком случае, почему вы женились? Понимаете, Стася, дело в том, что вот 8 недель там назад Эдвин и сегодня, кстати, я не могу вам сказать раньше завтрашнего дня. Какой у вас ужасный характер. Невыносимый. Мой друг, весь наш брат, это говорил, мне жена, хоть мила, мне жена. И за ней должен я целый день безотрадно бродить в карте. Принимают нас так радушно и завидуют
свою жену? И раньше пошел. Я 4 шага считала. Раз, два, три, раз, два. Костяк, 3. Раз, два, 3. Можно различный танец, да? Пойдемте. Давайте чистый танец. И, yes, туди. Да. Нет, это Що? Тихо, повернись ко мне и улыбайся. Пойдем, да? Алфея, как вам работается с Геннадием Муралевым? Я наблюдала, что во время репетиции он вас обозвал козявой и даже пригрозил убить. Ну, вы знаете, это как, знаете, наверное, все равно это ласково. Вот из уст Гены это не может как-то грубо звучать. А потом вот, наверное, чтобы как-то доходчиво было, и вот такие слова, наверное, ну, не знаю, может быть, помогают нам. А потом все равно Гена был неправ, все равно я была права. Он все равно неправильно посчитал, как мне показалось. И я свою точку мне не отстаивала. Вот. И я еще хочу сказать про один такой момент. Первый спектакль Сильвы, который я сыграла с Геной Муралевым. Это было давно, 16 лет назад, вот на гастролях. Тогда это был город Калинин. Вот, и с тех пор и много-много раз с Геной мы выступали и в этой оперете, и Сильва, Марица Кальмана, в «Летучей мыши» Штрауса, в «Цыганском бароне». Было много оперет, которые уже, к сожалению, сейчас сошли со сцены нашего театра, но о них все время вспоминаешь, и вспоминаешь с любовью. Были такие спектакли, как «Прошвейка». Это один из любимейших спектаклей театра, мне кажется. Нас, исполнителей, мы очень любили этот спектакль, а роль у меня там была такая маленькая, незаметная, можно сказать. Нет, роль маленькая, но очень заметная. Там был один такой любовный дуэт в постели. Я считаю, что эта сцена была запоминающая. И как раз этот дуэт у меня был с Геной Муралевым. Ну, я говорю, и в этот спектакль я вошла совершенно неожиданно. Там проблема с исполнительницей была. Я буквально за день или за два вошла вот как-то в этот дуэт, и, конечно, во многом помог Гена. Моя авторская рубрика в программе «Отрицание-отрицание» называется «Что человеку надо?». И мне бы хотелось услышать ваш вариант ответа на этот вопрос. Понял. Но вариант ответа, он таков. Понимаете, вот в нашей жизни артиста немаловажно играет роль здоровья. Второе, это, конечно, успех, который достигается в процессе работы, то есть спектакля. Вот многие говорят, что вы там балуетесь. Ну, подумаешь, там потанцевал ногой, подрыкал там, ну, что-то там спел, так легко. Но когда человек, вот это сказавший, и если он попробует это сделать сам, он понимает, насколько это тяжело. Тяжело не в смысле той физики, которую там надо копать, что-то носить. Не в этом плане. Ведь наша работа заключается в подключении работы всего организма, то есть всей психофизики. И психики, и физики как таковой, то есть движения. И еще ко всему мы и как бы умственно развитые гомо сапиенс, то есть мы еще развитые люди, то есть должны вот это все в комплексе делать. И поэтому здесь здоровье немаловажно. Ну что еще? Конечно, вот если говорить как обо мне, как об артисте, хочется, чтобы воплотились те идеи и те задумки, которые как бы еще есть. Не хочется их как бы откладывать или как-то там на потом оставлять, а хочется все реализовать. Потому что жизнь, она такая коротенькая, но сейчас 50. Да, я как бы их не чувствую, не хочу вообще даже на них останавливаться, что мне 50. Я так думаю, что мне где-то еще так 25-30 по состоянию.
Потому что если я себя буду закапывать, так скажем, как человек, загонять себя вот в эти 50 лет, ну, где-то там солидность, я должен быть там еще, сменить свой имидж внешний, там, в одежде и прочее, а я как-то вот за этим не стремлюсь. И вот мне за счет вот этого, вот этот потенциал я хочу как бы и восполнить. То есть вот я вкратце, как бы, так сказать, вот так ответил бы на ваш вопрос. Вы служите в Республиканском театре оперы и балета, собственно говоря, в столице Республики Коми, в Сыктывкаре. Так. Но по сути все-таки, наверное, этот театр, не обижая никого из артистов, главного режиссера, по сути все равно этот театр можно назвать провинциальным. Ну, в какой-то степени, да. И мне бы хотелось знать, есть ли у вас такие мечты, или были ли такие мечты работать, может быть, в Большом театре или в Мариинском? Но вы знаете, вы называете такие громадные театры, как Большой Мариинский. Во-первых, их специфика, она сугубо такая оперная. Хотя я, так сказать, не безголосый артист, да, но я практически, ну, так скажем, с юности, с раннего детства рожден как опереточный артист. Потому что мне очень легко даются танцы, мне легко дается движение, мне очень легко дается вот тот синтез, который присущ в оперете, где нужно уметь и сказать, спеть, танцевать и еще что-то изобразить. Вот. В опере там нужно обладать голосом большим, солидным, так сказать, оперным, так скажем. У меня этого нет, хотя что-то есть как-то, да? Поэтому я до приезда сюда начинал в Волгоградском театре музыкальной комедии. Это театр с большой историей. И когда я учился, я практически с первого дня был принят в театр. И где-то на следующий год, то есть на второй год учебы, я уже потихонечку входил в репертуар театра музыкальной комедии. Там были очень сильные актеры, там великолепный режиссер, как Юрий Геннадьевич Генин, балетные ставились, допустим, номера. Вот уже, к сожалению, мы уже не можем себе позволить вот в нашем театре. Потому что, как ни странно, почему-то вот жанр оперетты, он как бы потихонечку как бы сходит на нет. Вот у меня такое ощущение. Жалко. Поэтому я бы хотел, я работаю в этом театре с удовольствием, хотя, конечно, первое время было мне как-то немножечко не по себе, потому что был театр музыкальный. И я, когда сюда приехал, я ощущал на себе, да мне даже и говорили в спину, что ты вот как белая ворона, там как-то из ансамбля выходишь, что ты вот какой-то вот вышел на сцену, и все как бы внимание на тебя, а мы как бы там... То есть я приехал из чистой оперетты. И вот когда я приехал, показался, вот здесь был у нас Михаил Иванович Гусев, главный режиссер, и он сразу почему-то решил поставить Сильву. Он ее хотел поставить, но когда вот появился я и появилась Вера Плохотная, кстати, вот она будет на бенефисе участвовать, она одна из первых исполнительниц, и вот он почему-то решил поставить Сильву. То есть он увидел тот потенциал, который есть актерский, чтобы поставить Сильву. И вы знаете, в течение месяца мы буквально, не выходя из театра, только ночевали дома. А приходили сюда вот с 11 до 3 и с 6 до 10 мы пахали в течение месяца, поставили спектакль. И у нас с 5 по 10 мая было 5 спектаклей и аншлаги. Вы знаете, вот на одном дыхании все шло. То есть это о чем говорит, что вот, ну вот она по сегодняшний день Сильва живет, пусть она не так уж часто у нас идет, там издержки свои есть, да, нет исполнителей, но тем не менее мы ее, вот исполнители, которые есть на сегодняшний день здесь в театре, мы ее бережем. И что что касается любого спектакля, в частности оперетты, мы дорожим этими спектаклями, потому что они не так часто у нас ставятся, и, так сказать, приглашать кого-то уже, ну, как бы есть проблемы. Поэтому я взял Сильву На бенефис. Я влюблялся в разных женщин 220 раз. Слышите, я готов сейчас нежный отказ. Надо мною потешались все мои друзья, но насмешками любовь вылечить нельзя. Я считаю, что без вас свет, без вас не обижусь никогда, не услышав ваше да-да-да. Да, без женщин
А вот что самое сложное в вашей работе? Самое сложное – это чтобы твои партнеры и твои коллеги жили с тобой одним дыханием. Потому что наша работа, она зависит от каждого нюанса. Не так чихнул, не так повернул голову, не так что-то ответил, не так что-то сказал. Не так посмотрел. Да, то есть мы, понимаете, мы та губка, которая впитывает буквально все. Губка впитывает любую влагу. И все впитывает. Поэтому и мы в себя. Поэтому мне бы хотелось, чтобы меня и вообще всех нас, коллег, окружала аура доброты и порядочности. А что есть самое приятное для вас в вашей работе? Ой, вы знаете, самое приятное, это, конечно, аплодисменты. Когда мы были на гастролях в Орджоникидзе и в Грозном на Северном Кавказе, это были конец 80-х, ну, начали нормально гастроли, где-то на второй, на третий день идет, нет, «Летучая мышь» прошел первый спектакль, и второй опять пускает меня, то есть дали мне опять работать. И, значит, начался спектакль «Летучая мышь», все, ну, как бы все нормально, все как прежде. И вот мой выход, а я работаю Фалько, директор театра, и я только за кулисами даю голос, что я иду, и пошли аплодисменты. Во-первых, я опешил. Я думал, что там что-то происходит. Вышел ничего. Ну, мои коллеги как стояли в мизансценах положенных, так и стоят. И вот я спускаюсь и иду, и все равно идут аплодисменты. Я обалдел. Вот. А потом я понял, что, оказывается, там, ну, так сказать, находятся у каждого артиста свои поклонники. И когда уже заканчивались наши гастроли, был замечательный концерт, и вот эти люди, они как бы вот мои поклонники, которые со мной уже прощались, там, с цветами, с подарками и прочее, и вот они, так сказать, меня и спровоцировали. Я их спросил, я говорю, вы знаете, вот было, так это мы, а их там оказалось где-то человек 20, ну или больше. Которые с вами приехали специально на не эти со мной гастроли. приехали, Боже сохрани. Местные, осетины, местные. Уже успели вас Да. полюбить. И они говорят, это мы спровоцировали, потому что, ну так, я, Господи, вы знаете, я так испугался, думал, что что-то произошло. Во-первых, это не ожидаючи. И когда вот это, я все это дело вкусил, то есть я на таком подъеме провел спектакль, сам ощущаю, вот в себе. Конечно, это как бы есть отрицательные качества, но и тем не менее. Вот на этом подъеме, ой, так это было здорово, как говорят, классно. Вообще, вот этот спектакль мне запомнился, ну, как вот сегодня. Вы знаете, как вот сегодня вижу его. Здорово. Поэтому вот эти ощущения необычные и неподготовленные, они просто, они нам дают вот новую жизнь и новую молодость. Потому что мы в каждой роли как бы себя перерождаем, переживаем. И вот за счет этого, возможно, вот говорят, ой, какие они молодые, ой, как она здорово, ой, как он прыгает, как козлик, или внешне, она вечно какая-то юная. А потому что мы как не забальзамированы, а мы вот это постепенно как бы принимаем вот это в себя. И наша психофизика, она и меняется. Ну, кто-то как бы, может быть, где-то отклонение есть на возрастной ценз, а в основе все равно мы пытаемся быть молодыми. То есть это вы сейчас поделились секретом вашей молодости? Ну, в общем, да. Ну, я бы не сказал, что я так молодой. Но то, что я двигаюсь и танцую, как когда-то, может, где-то хуже, конечно. Вот. И при этом поете? Ну, да. Ну, я вот пытаюсь быть таким, как был 20 лет назад. Пытаюсь. Как это получается, это делает оценку зрителей.